Добрый день, Владимир Владимирович. Обращаются к вам жители села Кельчиюр Ижемского района Республики Коми. В нашем селе развитая инфраструктура. Функционирует администрация, детский сад, средняя образовательная школа, дом культуры, библиотека. На протяжении долгих лет в нашем селе остро стоит вопрос строительства ФАПа, а также отсутствие постоянного медицинского работника. В 2014 году здание, где на сегодняшний день располагается ФАП, признано аварийным. Температура внутри помещения в зимний период не превышает и 10 градусов. Отсутствует водоснабжение, канализация, площадь не соответствует санитарным нормам. В 2020-2021 годах в селе не было постоянного медицинского работника, а с августа этого года приступила молодой специалист. Фельдшер ведет прием через день. Но как же быть тем, кому назначены ежедневные процедуры? Ввиду отсутствия нормальных условий труда, мы к Новому году вновь можем оказаться без медицинского работника. Это значит, что жители села останутся без квалифицированной медицинской помощи, что является нарушением прав граждан. Данную проблему жители села совместно с депутатами уже озвучивали на разных уровнях власти, но положительной динамики в решении этого вопроса нет. В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Республики Коми от 8 февраля 2021 года строительство ФАПа в селе Кельчиюр не предусмотрено до 2025 года. Но для полноценной жизнедеятельности нашего села необходимо строительство нового ФАПа. Тем более, что земельный участок под его строительство уже выделен. Если будет ФАП с его современными условиями и оборудованием, то мы думаем, что и вопрос с постоянным медицинским работникам в скором времени будет решен. Нам нужен новый ФАП! Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите мне зачитать слова из вашего послания Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. Надо обеспечить, а где необходимо, восстановить шаговую доступность первичного звена здравоохранения в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек. В течение 18-20 годов будут созданы фельдшеро-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Скоро наступит уже 2022 год. А где же выполнение этих задач? Кто в этом виноват? Разберитесь, пожалуйста, в этом вопросе. И пусть ваши помощники не отправляют письмо, отписку в нашу Республику Коми. Мы ждем от вас конкретной помощи. И, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать добра и чистого неба. Ждем вас в гости в наш суровый, но прекрасный край.